Перенесемся в Москву. В столице России совершено нападение на дочь многократного чемпиона мира, президента Союза смешанных боевых единоборств Федора Емельяненко. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои». Вероятно, эта новость осталась бы исключительно в сводках криминальной хроники, если бы не словесный конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в который на днях вступил Емельяненко. Первый о нападении на дочь спортсмена написала газета «Московский комсомолец». По информации издания, один или несколько мужчин нанесли девочке удары в грудь. Затем эту информацию подтвердило агентство «Р-Спорт». В больнице журналистам рассказали, что 16-летнюю дочь Емельяненко, возможно, выпишут уже завтра. Он пожаловался на разруху в регионе, поборы и бездействие властей. После этого его дом сгорел. Семью силой вывезли на разговор местные чеченские полицейские под руководством начальника полиции Шаройского района. А сам Рамазан Джалалдинов вынужден скрываться в соседнем Дагестане и говорит, что его убьют. Его уже пытались украсть и вернуть в Чечню. После мачете они говорят: о, звонит меня, Кадыров сам говорит, звонит. Он соглашался, говорит, встречи с тобой, приезжай, говорит, Грозный, он вот так говорит. Вот так. А потом они тащить начали, плечо держал, вот, правый плечо держал, он начал тащить, там из мачете люди побежали, они же меня уже в Дагестане все знают. И они меня говорят: Рамзан, ты убегай, если куда есть убежать. Ну, от смерти-то я не боюсь, они хоть убьют, хоть все. Я рискую, я боюсь вот, жителей. Я не хочу, чтобы со мной вот невинные, совсем невинные, которые всю жизнь боялись люди, они мучили их и пострадали, за них основное я боюсь. Меня-то так или убьет, или умрет, это меня уже не жалко, я прожил все. Меня на улицу, потом он вышел, говорил: ты кто такая, мразь такая, говорит. Потом побил меня вот сюда, потом с ногами распускал свои руки. Я еще плакала, говорит, заходи, говорит, если будешь открывать свой рот, еще побью, говорит. Потом я зашла, потом я там молчала и спрашивали этих детей: вы согласны со своим отцом? Кадыров сказал, что Емельяненко поступил неправильно, а депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Адам Делимханов обвинил спортсмена в трусости, заявив, что, я процитирую, «кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников». Салман Радуев захвачен в марте 2000 года. О Радуеве заговорили в 1996 году, когда отряд боевиков под его руководством захватил городскую больницу в дагестанском городе Кизляр. Затем, прикрываясь заложниками, террористы беспрепятственно на автобусах перебрались в Первомайское, где и были блокированы федеральными войсками. Радуеву тогда удалось уйти.